Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. Сегодня я вам расскажу о необыкновенно красивом и нарядном растении, о рябине обыкновенной или красной рябине. Рябина – это изящное дерево или куст. Она красивая весной, когда цветет прекрасными белыми цветами, и осенью, когда ягоды начинают созревать. А зимой она просто великолепна. Яркие, тяжелые красные гроздья ягод превосходно смотрятся на белом снегу. Они не только привлекательны, но и чрезвычайно полезны за счет богатого витаминного состава. И птицы охотно лакомятся спелыми плодами, а люди любуются волшебной красотой этого дерева. Рябина растет медленно, обычная высота ее до 10 метров. Благодаря своей неприхотливости распространена повсеместно, от юга до крайнего севера, а приобретает она самые ценные свойства после осенних заморозков. Вот тогда и нужно ее собирать. У рябины богатый минеральный состав, а также она широко известна своими антибактериальными свойствами. Многие не понаслышке знают, что достаточно добавить в воду веточку рябины, чтобы очистить и сделать ее пригодной для питья. Особенно распространены рябиновые фиточаи, отвары и настои в народной медицине, применяемые как внутрь, так и местно. Также нужно правильно заготавливать и хранить рябину. Самым простым способом хранения рябины после сбора урожая является хранение ягод в свежем виде. Для этого веточки рябины собирают пучками и оставляют в прохладном сухом месте. В таком виде рябина пригодна к употреблению в течение 2 месяцев. Ягоды также можно засушить. Хранить эту заготовку надо в герметичной таре в помещении, где сухо и прохладно. Температура не должна превышать 20 градусов. А идеальным способом сохранить полезные качества свежей рябины является шоковая заморозка минус 18 градусов и ниже. В таких условиях количество каротина, он есть в красной рябине, даже увеличивается. При всех способах заготовки рябины в ней сохраняются все полезные свойства, присущие свежим ягодам. Свойства рябины красной просто удивительны, а по содержанию витамина С рябина превосходит многие цитрусовые. Красная рябина считается оберегом красоты, молодости, здоровья, и это неудивительно. Плоды рябины обыкновенно содержат сорбит, яблочную, цитриновую и янтарную кислоты, дубильные вещества, пектины, смолистые вещества, каротин, биофлавоноиды, аскорбиновую кислоту, минеральные соли, энзимы. В рецептах народной медицины ягоды растений используются в любом виде, и в свежем, и в сухом, и в качестве настоек и отваров. Сейчас рассмотрим полезные свойства рябины. Регулярное употребление рябины становится лучшей профилактикой развития атеросклероза. С одной стороны, ягода уменьшает количество холестерина, а с другой укрепляет сосуды. Она еще очень эффективное противовирусное средство. С помощью рябины вы легко и без труда повысите свой иммунитет. Все дело в том, что эта ярко-оранжевая ягода умещает в себя достаточное количество витамина С. Очень эффективен отвар, как противовоспалительное средство при катаре верхних дыхательных путей, ангине, для полоскания горла, а настой из цветков и плодов используется как патагонное средство при простудных заболеваниях. Также рябина снижает артериальное давление. Гипертоники могут надолго забыть о своем заболевании, если начнут ежедневно употреблять отвары с рябиной. Немаловажна роль красной рябины, как цветов, плодов, так и листьев, при лечении заболеваний мочеполовой системы. Сироп из спелых ягод является эффективным мочегонным средством. Рябина – отличное средство для очистки пищеварительной системы и печени от шлаков и токсических веществ за счет слабительного свойства. Если вы знаете, что ваш организм нуждается в мягкой очистке, то несколько дней подряд налегайте на рябину. Чай из листьев рябины принимают при почечно-каменной и желчно-каменной болезнях. Рябина также восстановит и нормализует витаминный запас человека при авитаминозе. Отвар из листьев и плодов в народной медицине применяют при цинке, общей слабости, после тяжелых операций, болезней. Рябиновые пектины мягко помогают устранять газообразование в кишечнике. В домашней косметологии тоже можно использовать многочисленные рецепты питательных масок для лица с отличным омолаживающим и тонизирующим эффектом. Они активно борются с морщинами и дряблостью кожи. Какие же домашние лекарства можно изготовить из рябины? Вот несколько рецептов. Свежие плоды полезно употреблять при атеросклерозе, гипертонии и мочекаменной болезни. При этих же болезнях используют чай из листьев, 30 грамм сырья заваривают стаканом кипятка и выпивают по 1 стакану 3 раза в день. А при болезнях печени и почек используют также настой молодых веток. Берут 2 столовые ложки измельченного сырья, заваривают пол-литром кипятка, принимают по полстакана 3 раза в день. Чай из цветков рябины берется из расчета 2 столовые ложки цветков на пол-литра кипятка. Настаивать нужно в течение часа, желательно в термосе.
Употреблять процеженный чай трижды в день по 1 стакану. Вот какое это удивительное дерево, красота и здоровье в одном растении, но существуют и противопоказания. Какие бы ни были полезны характеристики рябины, следует с осторожностью учитывать ее побочные эффекты. Они зависят от таких факторов, как возраст, состояние здоровья, хронические заболевания и индивидуальная непереносимость. Не рекомендуется принимать рябину людям с повышенной кислотностью желудка, страдающих от гастритов, а также гипотоникам. Противопоказано употребление рябины людям, перенесшим инфаркт или инсульт, а также имеющим плохую свертываемость крови. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Всем крепкого здоровья. Не забудьте подписаться на мой канал, ставить лайки и комментировать. До новых встреч!